In my mind, keep myself alive. No words I can hear you fine. Being kind after all that you've been through is the least I can do. Here with the ears of another, a smile, a touch has power. What is you and what is me? Now I see. Inside me, can you feel my empathy? Let me come and ease your pain. Feel you with my sympathy. Look inside me, can you feel my empathy? Empathy. Every moment that you give, your emotions hit me deep. Every word of the hate goes right through. I can read it in you. Here with the ears of another, a smile, a touch has power. What is you and what is me? Now I see. See your eyes, feeling you inside my heart. Look inside me, can you feel my empathy? Let me come and ease your pain. Feel you with my sympathy. Look inside me, can you feel my empathy? Empathy. In my mind, keep myself alive. No words I can hear you find. Here with the ears of another. See your eyes, feel you inside my heart. Look inside me, can you feel my empathy? Let me come and ease your pain. Feel you with my sympathy. Look inside me, can you feel my empathy? Empathy. 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 Яркая, талантливая, целеустремленная певица родилась и выросла в творческой гагаузской семье. Более 20 лет работает на сцене. За это время она участвовала и побеждала в многочисленных конкурсах красоты, является обладательницей наград престижных премий, таких как Гран-при «Золотая звезда Молдовы» 2015, «Новая музыка Болгария» 2019, Stars Flowers Белоруссия 2019 год, участница конкурса Евровидения в Молдове и Белоруссии. На конкурсе Тюрквизион как представительница Молдовы вошла в пятерку лучших, и это далеко не весь список успешных выступлений Пелагеи Стефоглу, известной гагаузской исполнительницы, и сегодня она у нас в студии. Мы с огромной радостью встречаем, и сегодня с Пелагеей обязательно поговорим об ее успехах и планах. Доброе утро, Пелагея. Доброе утро. Как настроение? Нормально, все хорошо, отлично. Добро пожаловать. Мы так давно не виделись с тобой, Да, но это достаточно. только из-за географического расположения. Да. Мы очень, скажем так, немного отдалились, да, но тем не менее мы за тобой следим за твоим творчеством. Вот такие изменения в твоей жизни. Рассказывай, делись впечатлениями. Во-первых, совсем недавно я переехала полностью в Москву и решила там продолжить уже, так сказать, свое творчество, карьеру. Можно поздравить? Пока что, так сказать, это только начало, все еще впереди. У меня вот теперь еще больше расширилась моя команда, появился директор, шоу-балет, с которым мы выступаем. То есть появились еще саунд-продюсеры, режиссеры. И то есть достаточно уже такая вот мощная мощность у нас собралась. Да, мы начинаем теперь более такой серьезный путь моего творчества. Да, я так понимаю, что ты окунулась вот в этот большой шоу-бизнес.
Да, это совсем Попыталась. непросто. Кто помогает, поддерживает, стимулирует, вдохновляет? Ну, во-первых, меня вдохновляет само мое желание, мое рвение, то, что я хочу быть на сцене, хочу петь для большего количества людей и хочу дарить положительные эмоции. То есть пока что это больше всего, то есть мое желание движет, то есть мной. Что считаешь важным в карьере вокалиста и насколько важен талант сегодня? И я считаю, что доля всегда в творчестве 99% это труда и всего лишь 1% всего остального. То есть в основном нужно вкладывать себя, свой труд и просыпаться рано, ложиться поздно и целыми днями заниматься над совершенствованием себя, своего творчества, работать над всем этим. Это всего лишь труд в основном, это большой труд. Да, чтобы соответствовать уже такому высокому уровню, нужно трудиться, наверное, Конечно. не Мой покладая, директор Олеся да. Бойко мне говорит, что да вы вообще должны ночевать в хореографическом зале, потому что артист должен соответствовать, да, особенно если это большая сцена, да, то есть всему этому нужно соответствовать. И Ну, вот мы сейчас трудимся над этим, Да, работаем. одно дело работать одному на сцене, но когда группа, ты уже соответствуешь группе, группа тебе, Ну, и конечно. работаешь в одной тандеме, упряжке. так сказать, да, в одной упряжке. Да, конечно. Ты поешь на разных языках, на гагаузском. На гагаузском, на турецком, на английском, на французском, на итальянском, русском. на русском. Да, абсолютно верно. Хотелось бы, наверное, сегодня услышать гагаузскую песню. Ну, вот да. совсем недавно, кстати, да, мы сделали ремикс на одну из моих самых известных, так сказать, песен гагаузских. Это «Беним Гагаузия». И сейчас, как раз сегодня, я хочу ее презентовать. Я исполнила ее в Москве вживую на радиостанции «Видное». Всем понравилось. Вот, остались под впечатлением зрителей и даже пожелали мне дальнейших плодотворных успехов именно в развитии гагаузского творчества также. Да, она звучала уже на сценах Гагаузии. Песня «Беним Гагаузием» авторы Гюнеш Аббасова и Людмила Базаджи, Людмила наша Базаджи. известная Да, автор, да, автор Людмила Базаджи. поэтесса. Да. Ну, сегодня мы ее услышим немножко в другой интерпретации, да? Да, сегодня прозвучит именно в ремиксе. Также мы сняли клип. Очень скоро он должен выйти, этот клип мы уже ждем, не дождемся, в котором мы продемонстрировали немножко гагаузскую культуру. То есть там зритель увидит, как выдавали раньше замуж гагаузочек. Вот так, да? Да, это будет очень интересно. И, ну, также и другие покажем зрителю. Обычаи и традиции? Обычаи, традиции, да. А где Окунем, снимался так клип, сказать. если немножко... Клип мы снимали в Гагаузии, естественно. Покажем красоту наших земель, так сказать, вот, нашей родины. Ну, здорово, что, находясь, ну, скажем, далеко от родины, в тебе живет эта гагаузка. Ну, конечно, как же. В любом случае это... Ну, и будет здорово вместе посмотреть новое исполнение. Давай посмотрим, Да, дальше продолжим давайте. программу. Давайте. Ah
шоу-бизнес это такой водоворот, вот на самом деле втягивает, но в этом водовороте не забыть бы все-таки о своей культуре, о своей национальности. Делишься со своими друзьями, коллегами, они знают, что ты гагаузка, что есть такая нация, Конечно. что они знают об этом? Конечно, они прекрасно знают, что я из Гагаузии, приехала такая огненная Пелагея из Южной Молдовы, так сказать. И часто бывает такое, что на мероприятиях, например, там, если это красная дорожка какая-то, да, я случайно могу даже исполнить акапельно свою песню на гагаузском. Люди оборачиваются просто немного под таким вот... Притягивает внимание, все-таки Да, звучит такой притягивает колорит. внимание, немного под таким шоком, но, естественно, на это обращается внимание. Вот. И многим, конечно, очень нравится гагаузская культура и музыка. Когда слышат мои песни, вау, это, конечно, круто. Это круто, что ты делаешь. Мы следим за твоим продвижением, конечно, следим за образами, которые вот рождаются просто такое буйство. Это начиная от восточного стиля, в великолепном образе ты предстоишь в образе Роксоланы, могущественной Хюррем Султан. Теперь кардинально сменила в такой космический образ. Это как металлический плащ, это кудри яркие, безумно. Вот. Как рождаются Немножко эти образы? экспериментировали, да. Ну, мне хотелось чего-то новенького, и так как мы выпустили песню «Baby Tonight», песня ассоциируется немного с ретро, то есть с 90-ми, и мне захотелось вот в этой песне представить такой космический образ именно с кудрями огненными. Ну, достаточно получилось ярко. Где бы я ни появлялась в этом образе, все камеры сразу на меня, и, конечно, это восхищало, и меня радует, что есть такие отклики, что людям нравится и радует глаз. Необычно, ярко, буйственно, необычно. Вот Да. как подбираете репертуар и само Под каждую песню придумываем какой-то образ. Вот. Ну, в этот раз тоже я сама работала над своим образом, сама себе стилист. Ну, Вот. да. И мы премьерили тогда как раз песню в Крокус-Сити в концерте. Это был международный вообще конкурс «Ты звезда». И я просто как приглашенный музыкальный гость выступила с премьерой песни «Baby Tonight». Ну, в этом давай, космическом образе. Да, мы так много говорим тоже об этом. Давай послушаем, посмотрим. Конечно, давайте. И зрители вместе с нами. Набираю опять твой телефон. Слышать я хочу тебя сейчас. Самый лучший мой мужчина на миллион. Звезды пусть горят лишь для нас. Я видела свет в твоих глазах. Лишь с тобой я буду счастлива. Только с тобой, только с тобой, только с тобой. А сердце бьется больнее без тебя, а я люблю все сильнее лишь тебя. Ты крепче целуй, меня обнимай, я буду твоей, baby tonight. А сердце бьется больнее без тебя, а я люблю все сильнее лишь тебя. Ты крепче целуй, меня обнимай, я буду твоей, baby tonight, baby tonight.
замечательное исполнение. Скоро готовится уже клип на эту песню, да? Как идет работа, на какой стадии? Ну, клип так получилось, что мы клип сняли еще в апреле 2020 года, 21-го, простите. И только сейчас у нас там немножко небольшая история случилась, и поэтому клип откладывался долго. Вот. И только сейчас, в марте месяце, мы готовимся презентовать этот клип в моем сольном концерте в Москве. Надеюсь, что все пройдет уже без эксцессов, так сказать, и мы наконец покажем нашу работу миру, так сказать. Клип снимал режиссер Георгий Волев. Там очень интересный сюжет. Я не хочу раскрывать все секреты. О чем песня, о чем сама работа? Да. Вообще суть клипа в том, что каждая девочка на самом деле, какая бы она ни была слабая, да, она но очень сильная. На самом деле, такая, да, как ты. Она сильная, она и в случае чего она любому может дать в глаз, то есть постоять за себя. Но это именно про таких девочек Baby Tonight, да. И у тебя в жизни бывало такое? В клипе, получается, раскрою одну тайну, так сказать, две девочки, которые занимаются боксом, вышли на ринг и боролись за мужчину. Да, ты в этом клипе надеваешь боксерские перчатки. Я в боксерских перчатках также предстаю. Самой сильной девушкой планеты. Я пришла и решила показать, что, девочки, не стоит биться ради мужчины, ведь это мужчина должен биться за нас. И вот этому ловеласу, который вскружил им голову, я просто даю в глаз. Вот вам такая история. Ну, я говорю, приходилось вообще как-то применять свои силы, или у Пелагеи Стефогла другие? Ну, наверное, шармом, харизмой. Всегда, да, достаточно было убить как бы одним таким махом. Красота мощная. Наверное, сила внутри. Пелагея, мы, конечно же, наблюдаем в соцсетях. Пелагея Стефогла готовится взорвать танцполы с новой песней. Пелагея Стефогла стала открытием года, презентовала следующую песню. Чем еще удивит Пелагея Стефогла нас? Так получилось, что я выпустила песню Пакарабана. Она немножко в стиле хип-хопа. Сейчас это в тренде немножко, да, там даже присутствует ненормативная лексика немножко. Для меня это было не свойственно, потому что, ну, как бы я, которая привыкла петь песни о любви, такие все мелодичные, красивые, тут выхожу с такой песней, ну, совершенно... Да, еще и патриотические песни привыкла исполнять, а тут раз и просто вообще с ног на голову всех просто удивила и убила этой песней. Вот. Да еще и в клипе мы сняли... Значит, у меня в клипе танцоры разных национальностей танцевали, и в итоге я их всех оставила без головы. То есть это была интернациональная рэп-тусовка, в ходе которой все танцоры остались без головы. Вот. Ну, очень такой юмористический, интересный и заряжающий на позитив клип. Можем, кстати, посмотреть. Мы его сейчас вместе посмотрим. Давайте. Нам не по карабана, мне все по барабану. Нам не по карабана, мне все по барабану. Брюли на руках, брюли на зубах. В моем счете 5 нулей, это не в рублях. Кумир поколения, я бах на каблуках. Если за меня не топишь, то идешь ты нах. Маме знает, как привлечь внимание. Маме косит мани. Маме вызывает привыкание и желание. Нам не по карабана, мне все по барабану.
опачки. Не вывозишь этот лэп, лучше скушай пончик. Пока мой видосик собирает миллиончики. Маме здесь опаснее всех бичес. Маме любит свежую добычу. Подаю примеры неприличия. Диплом с отличием. И по барабану, мне все по барабану. На мне по барабану, мне все по барабану. На мне по барабану. На мне по барабану. На мне по барабану. Мне все 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 по барабану. А хотите увидеть, как на самом деле срубали головы танцорам? Давайте посмотрим бэкстейдж съемок клипа. Как шел процесс, да, Да, съемочных именно дней? как шел процесс. Давайте посмотрим. Это очень интересно. Ну что, сегодня начинаем. Очень крутая команда, крутая площадка. И снимаем мы супер хит. А пока что работаем над первым образом. Я как представляю. Дайте нужный трек. У кого есть? На съемочку. Все, кайф. Можно, пожалуйста, музыку? На мне по барабану. Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все по барабану. Если за меня не только что идешь ты нахуй. Все в большом восторге, и это качает, и это дает такой позитив. Просто мы готовы еще сутки тут работать и сниматься, да? Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все по барабану. Ну, они были очень вкусные. Просто Очень, нереально просто вообще, да. Пончики Duck Nuts – это пончики, с которых все начинается. Что здесь просто так вот дерзко быть очень сложно не надо. Надо показать героиню во всех красках. Брюли на руках, брюли на зубах. В моем счете 5 нулей, это не в рублях. Кумир поколения, я бах на каблуках. Если за меня не топишь, то идешь ты нахуй. Маме знает, как... На мне по барабану. Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все по... Ребята, пойдемте, покажу вам сейчас, что здесь происходит. Сейчас здесь снимаем сцену. Это отрыв башки будет в прямом смысле слова. Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все по барабану. На мне по барабану. Мне все
Я всех поздравляю, спасибо всем большое. Съемки клипа на сегодня окончены. На днях в Молдове проходил престижный конкурс, национальный отбор на Евровидение 2022. Ты прилетела принять участие в этом престижном конкурсе. Что подготовила и как прошел конкурс, как прошло выступление? Я очередной раз решила попробовать свои силы на Евровидении. Хотя очень долго я сомневалась и как-то откладывала, думала, что не стоит вообще туда лезть, так сказать, да. Но любой очередной конкурс раз это работа, это большой стресс, волнение, опять же, да. Да. И Это опыт. также вот как раз такой момент, что я только переехала в Москву, у меня там другие были проекты и дела, то есть я как-то еще сомневалась, браться мне за это дело или нет. Но в итоге мне предложил Георгий Волев песню «I'm the only one», одной замечательной певицы, она же и автор этой песни, Юлия Горкхина. Вот. Мне песня очень понравилась, так сказать, зашла. И я решила, ну все, ладно, Мою, да? делаем эту песню. Да, мы буквально в кратчайшие сроки сделали аранжировку, сняли небольшое видео, и буквально за 2 часа до завершения подачи вообще заявок я подаю свою заявку и решаюсь приехать, естественно, на отборочный тур. Вот. И так как это все вот в сжатые сроки, то есть подготовки, опять же, на подготовку было мало времени, естественно, волнение зашкаливало. Но меня, конечно, настраивали на лучшее, пожелали мне всего хорошего, удачи, успехов, терпения, стремления, как обычно, всего того, что необходимо артисту для того, чтобы быть более-менее уверенным в себе. Ну так, команда благословила, да? Так сказать, благословила. Да, режиссер вообще мне сказал, что как бы удача — это для других, с тобой всегда должно быть мастерство и отвага. Ну и вот я с этими словами... То, что присутствует. Ну, с этими словами я решила, что ладно, я попробую свои силы, так сказать, и пошла в бой. По прилету в Молдову, буквально за день до лайв-прослушивания, я вижу в новостях, что финала не будет, финал отменили. И понимаю, что, ну, в общем, в этот раз опять, так сказать, не судьба показать все, как мы хотели. Мы хотели шоу, естественно, мы хотели подготовиться более серьезно и ответственно к этому всему. Ну, видимо, пандемия дает... Пандемия, конечно, да, решает все за нас, как обычно. И коррективы вот, свои немножко я расстроилась. Приехала я на прослушивание и понимала, что... Ну, в любом случае, я должна выступить уже как есть, собраться, как говорится, собрать все свои силы и волю в кулак, просто прийти и спеть свою песню. Вот. Ну и, как обычно, где-то какой-то звук пострадал, потому что не получилось, опять же, подготовиться как положено заранее. Где-то волнение зашкаливало, брало вверх от всего происходящего. И опять же, я всегда говорю, что мой большой минус — это этот перфекционизм, от которого я постоянно страдаю. Опять же, он сыграл со мной злую шутку. Как говорится, я хотела сделать как лучше, но получилось как всегда. То есть волнение взяло верх, и все-таки я не дала той энергии, которая должна была быть в этой песне. Я пересматриваю даже видео, переслушиваю, пересматриваю, понимаю, что нужно было еще заранее, конечно, заблаговременно готовиться. И ну, может быть, не хватило немножко времени? Ведь, времени да. абсолютно не хватало, конечно, и вот в том-то и дело, что перфекционизм сыграл со мной эту злую шутку, что я пыталась все сделать идеально, но ну, согласись, когда очень насыщенный был год. График, насыщенный год, насыщенный, многочисленные выступления, много встречи, чего, знакомства. да, абсолютно верно, и это все, конечно, свалилось на мою голову буквально
буквально за несколько месяцев, все таким наплывом шло, слишком много событий. Вот. И я говорю всегда артистам и самой себе, что да, нужно все-таки серьезнее готовиться заранее и подходить к этому уже более осознанно, а не так просто вот решила, быстро-быстро все сделали, в попыхах все подали, приехали на само выступление, а тут бац, и что-то пошло не так. А когда ты уже уверен в себе полностью, в своем выступлении, в своей песне, что ты легко выйдешь и исполнишь, тогда ничего не мешает. Даже тот звук, который, ну да, меня не устраивал звук, хотя на саундчеке я попросила сделать мне в мониторах чуть больше музыку, а когда начала петь, так и не был сделан мне звук, как я просила, то есть я, можно сказать, на ощупь пела, и это все сыграло со мной такую вот немножко злую шутку, распереживалась, и все-таки я не отдала полностью то, что должна была отдать. Но в любом случае это стимулирует, чтобы меня подстегивает. К дальнейшим, Для меня это конкурсам, это больше не фиаско. подготовки, Да. больше... Я получала очень много писем в поддержку, мне писали мои подписчики, слушатели, друзья. Все меня очень как бы поддерживали, говорили, что ты молодец, ты настоящий боец, все такое. И, друзья мои, я очень-очень благодарна. Вот честно, были такие моменты, что аж глаза наполнялись слезами. Ну, я на самом деле такой чувствительный человек, эмоциональный, впечатлительный. Вот. Но я оптимист по жизни, и меня никогда не расстраивают провалы или там что-то где-то, если не получилось. Меня, наоборот, это подстегивает. Я все равно докажу и иду вперед, все равно докажу то, что все получится, все придет, то есть всему свое время. Ну, быть участницей такого престижного конкурса — это не провал, это еще один шаг. Да, это шаг в развитии, работе, это в развитии, опыт да. определенный, конечно, да. Единственное, что я говорю, нужно все-таки еще больше работать над собой, нужно еще больше отдаваться сцене, нужно расслабляться и кайфовать, просто получать удовольствие. Вот со мной иногда происходят такие моменты, что я еще больше зажимаюсь, напрягаюсь, и да ё-моё, я же на репетиции все это делала круто, классно, ну почему здесь не так? Вот, поэтому... Надо дать волю, наверное, эмоциям немножко, да, чтобы не то, что волю, а расслабиться наоборот, да. И просто получать удовольствие от процесса. Вот. Перфекционизм убрать в сторону и просто любить то, что ты делаешь, заниматься этим на сцене так же, как и там на репетициях или на своих сольных концертах. Потому что на своих сольных концертах ты свободно общаешься, свободно поешь, как ты это делаешь обычно, да, отдаешь себя зрителю так, как на самом деле есть. А когда какой-то конкурс, ты начинаешь переживать, ты начинаешь думать, слишком много мыслей, ну зачем это надо? Ну, ты же уже и выступала и в аудитории профессиональных исполнителей Ани Лорак, насколько я знаю, и Анастасия Стоцкая. Да, я участвовала с ними в одной премии, то есть меня... Ты можешь перечислить? Наградили. Я не всех назвала, да, меня наградили. Есть... Там Манижа была как раз тогда. Манижа участвовала тоже на Евровидении. Вот, я познакомилась с этим кругом артистов тогда. И меня тогда наградили открытием года по версии Best Style Awards в России. Это было довольно-таки приятно. Родион Газманов объявлял меня. То есть, ну, вот точно так же, как я здесь с нашими коллегами, да, по цеху общались, выходили сюда за кулисами, точно так же этот процесс и там происходил, как будто мы настолько уже мы столько лет уже вместе за этими кулисами стоим, как родные были, то есть довольно-таки дружественная там обстановка и... Вот. И, кстати, Манижа отметила тогда мой костюм, этот эффектный, космический. Стальной? Да, она со мной сфотографировалась, говорит, такой классный у тебя костюм, в общем. А его кто продумал, этот костюм? Он на самом деле такой необычный, интересный, стильный. Ну, я же говорю, каждый мой образ я продумываю сама. Я именно то, что мне нравится, то, что близко мне по духу, я то и одеваю, придумываю. Но в клипах со мной также работают стилисты,
профессиональные. Например, в клипе Пако Рабана со мной работала Алина Герман. Она также для Ани Лорак, для всех, для многих артистов российского шоу-бизнеса работала стилистом. Вот. И мы с ней поработали в этом клипе, все образы она придумывала. Но также эти все образы мне были близки по духу, мне это все понравилось, все такое яркое, все такое сочное и сексуальное в то же время. Вот. Кстати, Пако Рабана клип снимал Радислав Лукин, режиссер. Он также работает со всеми звездами российского шоу-бизнеса, и мне было довольно-таки приятно с такими профессионалами поработать. Получила еще такой, так сказать, бэкграунд, который, опять же, меня закаляет. В дальнейшем буду себя еще увереннее чувствовать. Ну, так сказать, растем. Мы вернемся к конкурсу Евровидения, кстати, на котором принимали участие и наши известные исполнители Дима Железогло и Юлия Арнаут совместно с группой Лонжерон. Вот. Да, мы, кстати, в одной гримерке были. Очень веселые, интересные ребята. Ну, свои. Все свои, да. Классно провели время. Вот что хорошо, что встретились, пообщались. Ну, потому что, на самом деле, эти годы концертов было немного, и возможности увидеться были совершенно было мало. Минимальные. Мы даже так пошутили, что видимся раз в 2 года уже. Раньше раз в год на Евровидении, сейчас уже раз в 2 года из-за этой пандемии. Но было очень приятно со всеми артистами увидеться, все как родные, прям вот. А нам будет приятно увидеть твое исполнение, которое ты представила на Евровидении на конкурсе. Конечно, давайте посмотрим. Don't you forget the time the only one lay side by side with me and look up in the sky. Please don't tell me anymore that you are so tired. It brings a feel that's how love was just hide. If tomorrow we die and never see the sunrise, let's yell aside, tell to the sky that I'm the only one. If tomorrow we die and never see the sunrise, let's yell aside, tell to the sky that I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. Don't you believe that we have magic hands, and one they'll make it true from each of our plans? Nothing to say if you decide to go away. It's up to you, I'm totally under your sway. If tomorrow we die and never see the sunrise, let's yell aside, tell to the sky that I'm the only one. If tomorrow we die and never see the sunrise, let's yell aside, tell to the sky that I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one.
Пелагея, если поговорить о периодах твоей жизни, вот как бы ты назвала вот этот период жизни, в котором сейчас находишься? Это взлет, это период больших перемен в твоей жизни, как бы ты обозначила? Ну, это пока еще не взлет, это, так сказать, подготовка только. И все самое главное, наверное, самый такой основной этап меня ждет впереди. Еще ждет очень большая работа. В марте месяце мы выпустим мой EP-альбом, который будет называться «Настоящий мужчина». О, Да, будет посвящено всем настоящим мужчинам. Вот. И также мы планируем сольный концерт с презентацией клипа «Baby Tonight», с презентацией этого альбома концерт в будет в Москве, да? Да, да, Мгм. да. Ну и, соответственно, дальше выпускать новые песни, новые клипы, радовать своих зрителей, слушателей. Вот. Ну и идти вверх, так сказать, к своей мечте. О мечте мы обязательно поговорим. И мы уже давно знакомы, Полин, с твоим творчеством. Я знаю, что с детства ты пела в детском саду, потом на городских мероприятиях. Ну, и с этого ты, начинала, да. Да, и ты говорила, что ты не думала, что когда-то станешь известной певицей. Нет, не думала никогда. Если бы ты встретилась с той девочкой маленькой, что бы ты ей сегодня сказала? Вот аж мурашки пошли. Что бы ты Я ей вспоминаю сейчас себя такую маленькую, щупленькую. Да, во мне был всегда такой характер. И я была волевая все-таки. И даже когда была маленькая, боевая, во мне всегда присутствовал этот дух, так сказать, бойца. Я просто пела всегда. И я никогда не думала, что я буду где-то на большой сцене или стану большой артисткой. Вот почему-то не было таких мыслей. Если сейчас вернуться к той девочке, подойти и сказать, я бы ее, да, обняла бы и сказала, девочка моя. Нет, я же тогда не мечтала и не думала, не гадала, что я все-таки буду там где-то на большой сцене. Нет. Просто... Я думаю, что на подсознательном уровне все-таки было, потому что когда любой ребенок выходит на сцену, он уже себя представляет такой маленькой звездочкой, от которой исходит Я такое просто вот в моменте всегда тепло, была. талант. Вот я вспоминаю себя, я просто выходила на сцену, я была в моменте, я тогда кайфовала от того, что я вот сейчас на сцене. Что будет потом, то будет потом. Я никогда не думала о том, что будет потом. Вот иногда нам нужно возвращаться в детство и брать себя ту, чтобы во взрослой жизни не париться вообще, что о тебе подумают другие, или там не переживать, а как я сейчас выгляжу, или ой, как я сейчас пою, ой, что-то не то спела, или что-то не так сделала. Вот да? видишь, какую ты сейчас себе даешь установку на будущие конкурсы. Именно Вот так. я себе даю такую установку, да, нужно возвращаться иногда к себе маленькой и брать пример с себя маленькой. Вот. Ну, я бы этой девочке сказала, что девочка моя, что тебя ждет? Просто оставайся всегда такой, какая ты есть, и иди вперед. Оставайся такой, какой ты есть, и мы тебе желаем, пусть все твои мечты материализуются, все твои планы сбываются у тебя, у твоей команды, и только таких космических проектов мы тебе желаем. Спасибо, спасибо большое. У тебя сегодня есть возможность обратиться к гагаузскому зрителю, к жителям Гагаузии, Молдовы, ну, потому что ты улетаешь вот буквально через несколько Да. часов, поэтому, пожалуйста, вот твоя камера. Хочу сказать, что я люблю свою страну, я обожаю этот кусочек Молдовы, и душа всегда все равно здесь, на своей родной земле, всегда тянет прийти домой. И для меня, конечно, это дом, и я никогда не буду забывать свою родину. Все-таки я буду стараться что-то иногда делать и на родном языке. Вот. Я вас люблю. Я думаю, это взаимно. Спасибо большое, Пелагея, что сегодняшнее утро ты начала вместе с нами. А телезрителю напоминаю, что сегодня в нашей студии была известная гагаузская исполнительница Пелагея Стефогла. Всего Спасибо. доброго и до новых встреч. Пока-пока.